Мир вам и дому вашему. Мы из церкви Кровного Завета, где пастырь Иисус Христос. Иисус Христос. Аминь. Встреча с сестрой, долговато не встречались. Сестра, о чем порассуждаем? Ну, я не Предлагай знаю. что-нибудь. Тем много, с якой Тем начать, много. да. Что-то с любой. Хорошо, тогда возьми какую тетрадку. Вопросов очень-очень много. Да, ладно, на, давай про Сепфору. Слышала про такую? Про Сепфору, ну да. 4 глава, 24 стих, 26. 4 глава чего? Царств? Исход. Что? Исход. Исход. Да, точно. 4 исход, Угу. 24 глава, 26 стих. 24 стих, 26 стих. Угу. Сейчас. Так, 4 глава. Какой стих? Еще раз. 24. 24. Почитать, да? Да. Так. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты, жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею». Ну хорошо, это другая немножко тема. Ты можешь мне про это обрезание рассказать, про жениха, про крови? Ну, обрезание, я так понимаю, жениха. Ну, кто жених? Это про Иисуса Христа. Знаем, что все псалмы, все говорится об Иисусе Христе. Обрезание, что Иисус Христос обрежет весь мир. Хорошо. А скажи, пожалуйста, а Моисей жених или не жених? Моисей, Угу. кому нам? Не, ей, Сепфоры. Моисей, ну он прообраз Иисуса Христа, Моисей. Ну, как бы я хочу сказать, ну, наверное, мы не жених. А Бог, который явился, не он ли агнец, который хотел умертвить Моисея? Три личности. Да. Бог, Моисей и младенец обрезанный. Который из них Христос? Младенец, наверное. Это одна личность. Одна личность. Нету трех богов. Ну, да. Но не было и не будет трех богов, одна. Но это для нас, непонятных людей. Это один, единственный. Хорошо. Да. Почему такая вот раскладка? Почему один мальчик обрезанный, второй не обрезанный? Один мальчик обрезанный, второй не обрезанный. Ну, наверное, потому что один мальчик обрезанный Иисус Христос. Старший обрезанный. Да. А младший? Это евреи. Смотри. Евреи. Это евреи. Мы везде должны видеть Каина и Авеля. Младший обрезанный будет именно Сепфорой. Это церковь. Новозаветная церковь. Да. И образуется эта самая крайнюю плоть, каменный нож. Каменный нож это стекло такое, вулканическое стекло, но острое. Да, образует и бросает куда? К ногам. Ногам. Почему к ногам? Мгновение. Значит, Иисус Христос придет к обрезанным. Да? К евреям. К евреям обрезанным. Как мальчик тоже обрежется. И будет обрезание Христова. Слушай, а зачем вообще-то это обрезание было? Как ты считаешь? Зачем обрезание было? Ну да. Ну, оно давало? Что оно давало? Ну, что оно давало? И оно ему ничего не давало. Но дело в том, что выражали просьбу. Ну, конечно. Ну, конечно, болело им. Естественно, болело. Ну, заживало быстро. Ну, да. Хорошо. 3 суток, там немощи, потом хорошо. Я тебе скажу. Давай порассуждаем так. Случайности 3 суток. 3 дня Господь совершил спасение, да. Тоже можно связать. Ну, конечно, это срамный ут называется, да. Указывает проблема, которая у нас. Символ нечистоты, это проблема людей, это массовое поражение. Это блудом, мерзость, это еще. Да, все поражено, да? И это самое. И бросая, и говорит: ты жених крови, как там. Вот мы с тобой приняли причастие. Да, жених. И он наш жених. Мы одного естества. Мы одной крови. Да. А потом говорит: ты жених по
По обрезанию. По обрезанию. Смотри, мужское место, оно так, как на тело человека похоже. Войду к ней, сказал, да, это самое, к Марию войду, Иуда, войду, да. И, значит, но когда обрезанный, он, теперь смотри, было обрезание, когда свершилось обрезание, ну, это мои мысли. Обрезание, он пришел к ученикам и сказал, вы следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков. Рыба. Ну, на рыбину больше похоже обрезано, чем не обрезано, правда? Да, ну, да. Статус рыбы, да? И на Генесарецком озере, ну, прочитай, 21 глава, 13 стих. 21 чего? Иоанна, да. Я уже и в очках, 21 глава, и в очках плохо бачу. Ну... Так, 21 глава. Я в воскресенье зашел в последний раз в 6-ю палату. Да. Так, який 13 стих, да? Да. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Одна рыбина с огнем, да? Я рыба, ихтис, я обрезанный, и вы другой статус перевели, и взял на меня, не имея права на срамный мой ут. Я рыба, я другой статус, я другой природы, все. Я омовение ценю. Вот слушай, ты, наверное, не знаешь, это я по свидетельству. Когда мы поняли глубоко, правильно поняли про омовение, когда я тебе рассказал, ты мне звонишь. Помню, сколько уже лет прошло? 6, да? 7. Ты звонишь. Я попросила Стасика, чтобы помыл мне ноги. Да. Да. Помыл. Причастие приняли, помыл. Значит, потом я приезжаю, скорости, вы на ферме оба. Да. И он с ним, я подхожу, говорю, Стасик. Смотрит на меня жесткий, молкливый, не знаю, как теперь. Молкливый. И теперь, да, говорю, Стасик, за то, что ты не постеснялся маме ноги помыть, вот поверь деду, большое благословение у тебя от Бога будут. Он слухал, но я понял, ему понравилось. Понравилось. Ну вот засвидетельствуй, что он учится, на красный диплом идет. Да, вы знаете, что было, да, учится хорошо, сейчас заканчивает уже университет, да, инженер-электроник, программист, идет на красный диплом. И я понимаю, что он учится, и что не то, что там он делает, он действительно своими, я даже не понимаю, я ни репетиторов ему не нанимала, никого, он действительно учится. И что я вам хочу сказать, как-то было, как он туда поступил, я спросила у Господа, знаете, что спросила? Я говорю, Господи, ну некая такая профессия, ну что и он может это? И знаете, что мне ответил? Нет. Мне тоже нужны программисты. Конечно, потому что он будет среди образованных, у его благословляя Бог. Что-то он там пишет, да? Да, и он программы пишет, создает программы, разрабатывает разные эти, как его, у него инженерные все будет. Да. Все, что он возьмется, будет благословение его. Но самое главное, конечно же... Да, и он знает об этом. Я ему говорила, что это... Ну, молчит, я знаю, он тебе не рассказал. Пока молчит. Не рассказывал. Не пьет, не курит, все. Благословение, так? Да. Хорошо. Есть, вижу, что слова, да, Господь я к чему сказал, понял, такие... насколько мир ненавидит омовение. Омовенцы моют, а скажи им, что Иисус был изнасилованный. Ужас. Да. Это же что вас за омовение, как оно заработает. Да должно по ногам стечь живая вода, не блудная там во время омовения, а живая вода. И земля должна что? Открыть уста свои, да? Земля отверзла уста, Бытие 1. Я буду говорить, что ты сделал, говорит Каину, да, Бог? Земля отверзла уста, чтобы принять кровь брата от руки твоей. Земля отверзла уста свои, череп, Голгофа, чтобы принять кровь от руки кого? Воина римского Каина. Да. От удара копья пролилась кровь. Да, и не понимаешь, что все искуплено. Теперь нам земля дает кровь Господа и тело, чтобы мы принимали. Да. От обратного берем, да. Смотри, вот я иногда, в общем, я не смотрю, но иногда зайду
знакомых, ну, много слушателей знаю, да, конференции. Как они об одном, о порнографии. Чего вы сами не свободны. Без омовения закройтесь и молчите в трапочку. Чем больше вы будете проповедовать, тем хуже будет. Запретный плод сладок. Да, Павла не любили. Да, хорошо. Ой, много что хочешь сказать. Ладно. Бытие 44:5. Прочитать? Ну, прочитай. Легенький вопрос задам. Добро, сейчас. Помучай. Я люблю вас слушать, правда? Да, Бытие 44:5, да? Ну да. Сейчас найдем. Так, где-то у нас Бытие 49, бачите. Быстренько такие листики тоненькие. Ну, я берегу эту Библию. Подарок. 44:5. Ага. А тоненькие, потому что быстренько покупали. Быстро, да. Да. Старинная вон Библия. Не та ли это чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали. Отправляя Иосифа, Иосиф своих братов. Кстати, ты знаешь, что они его насиловали, разделали, голого продали, измывались. Я знаю, Поэтому они так боялись, что не простить. Да, прообраз, что Иисус будет насилован. Да. И, значит, это самое. И вот он ложит чашу Вениамину, последнее это колено, самое блудное, кстати. Последнее, грех растет. Да, чашу он ложит и мешок с пшеницей, и говорит, догоните специально, и найдите, и везите сюда. Почему он так делал? Во-первых, он должен был проверить, предадут ли они Вениамина, как его, или они готовы будут положить голову за него. Это его тронуло, они все-таки пойдут, да. Хорошо. Но вопрос такого порядка. Так а почему же он гадал на этой чаше? Гадал? Ну, потому что... Он дальше скажет, да, неужели такой человек не узнает, как я? Как я, да. Ну что, оккультизм? Ну, оккультизм, получается, гадание, там еще Египет, он же в Египте. Нет, не пойдет. Ну, я же люблю это. Ну, а о чем? Я же люблю задать вопросы неправильно поставленные, да? Да. Да, чтобы я что-то запомнил. Ну, конечно же, не гадал. Дело в том, что он играет роль. Он, понимая, о чем они говорят, а рядом переводчик, играя роль, чтобы его не узнали. Ему надо испытать, проверить. Конечно, он понимал. Мне говорит, иди, что гадая на чаше и чашу. Но здесь оно со всех сторон интересно, да? Почему он чашу положил? Чаша, указываешь, чашечка, конечно, серебряная, правильно? Серебро, искупление. Чаша тоже омовение. Пшеница. Пшеница есть, а надо еще туда положить и чашу омовения. Но пустая. И именно им, блудникам, надо будет прощение иметь, да? Да. Кто чашу воды вам даст, истинно не потеряет своей награды. Это омовение. Это легко доказывается. Принесут немного воды, и там многими местами. Если они вам не подадут чашу воды, отряхайте прах. Прах отряхайте. Не пускайте в дом. Конечно, все будут отражаться. Звонит одна душа, вроде так принимаю, я говорю, слушай, если ты не поймешь омовения, да, а оно связано с насилованием, он скажет, отойди от меня, проклятая женщина. Отойди, я не хочу, чтобы... Отойди от меня, проклятая, никогда не знаю. Так а почему? Причастие. Я говорю, ну вот представь, ты Откровение 22:14 сказано как? Кто заповедями пользуется, не заповедью. Два ключа. Блаженны те, которые исполняют заповеди мои. Блаженны имеют право на древо кушение и войти в город. Воротами на ноги указывают. На ноги. Я говорю, ну, если ты там на коляске тебя примет, то а так ногами не уйдет. А дальше написано, а если нет, значит, вы псы. Псы, злые делатели, еще вне врат и так далее. Да. Хорошо. Значит, ну, давай немножко открою 1 Петра, 13 стих. Вчера я попал последний раз в 6-ю палату. Я спросил, так что ж там за такая 6-я палата, расскажите мне, рассказали, что там некие личности были, не то Ленин, не то Сталин там.
Я говорю, ой, братья, какое благородное общество вы меня поместили. А мне радостно. Вас приписали к злодеям. Ну, так как я вышел из себя. Я же так, 1 Петра. 1 глава, 13 стих. 1 глава. Они там рассуждали. Посему, возлюбленные, припоясав чересла ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Вот он попросил меня мир вам. Ой, искренне. А пресвитер говорит другому, там, полковник, по-моему, уверовал, такой умник, больше ненавидеть меня. А ты переживал. А он говорит, чтобы я пережил. С такой ненавистью я понял, как меня ненавидят. Да. Ну да ладно, он утек, в конце концов, не добыл до конца. Я ему что-то не понравилось. Да, хорошо. И вот они это место идут. И он попросил, ты сегодня сильно не... Ну как, я все равно с себя вышел, с такой палаты, правда? Да. Но я их всегда благословлял, сказал, Геннадий Антонович, ты же его знаешь, да? Спасибо, что терпел меня. Я знаю, ты был между всех огней, лавировал, тебе давили, чего еретик этот ходит, выгони, и так далее, да. Ну, приходи, я и дальше буду терпеть. Я говорю, не, уже все, Господь меня ведет в другое место, все. Впереди меня много гонений, мне много чего интересного. Да, но ты воин, сказал, правда, сказал воин. Это он, кстати, говорил, вы вошли в историю. Да все понимаю. И вот я задаю, терпел, да не вытерпел. Скажу, братья, сестры, вот мне так хочется знать, как это припоясать чресло ума. Ну, знаешь, Боб Горох. Поехала Боб Горох. А там же как, прочитать 13-14 стих. Посему, возлюбленные, припоясав числа ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими и неведении вашим. Ибо святы, Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Я говорю, они говорят, надо, я говорю, а у вас есть святой? Надо достичь. Я говорю, а может, хоть один человек есть, который достиг, вы мне покажите, а? Я вам благодарен. Я в другой город поеду, я хочу с ним пообщаться. Без благодати невозможно. Конечно. Да, я же подвожу к тому... да. Ладно, говорю, а можно 5 копеек с 6-й палаты информацию вам? Я уже понимаю, что как-то смягчаю пресвитера. Не так молодец, столько лет терпел меня. Все знаю. Хорошо. Это самое... Так что такое припоясавший числа? А ты знаешь, нет? Кто я? Припоясав числа ваши. Припоясав числа ваши чем? Я могу заповедями. Ну да. Хорошо. По тексту так. Дело в том, что здесь берется воин, который туго припоясался ремнем. Зачем? На ремень цеплялись оружие, щит, все, да. Они военные, мотают головой. Это им понравилось, да, отставники. Это им понравилось. Вот, а я-то думал, что ты на ремне у меня крючок там, и не знал, вот слушаю, говорит, да, хорошо. Припоясывал числа, в общем, да. Да. Говорю, так вот, это тот же самый момент, что надо припоясать чресло ума, чтобы мысли не блуждали. Да. А уповали только исключительно на что? На благодать. На благодать. Но, моя хорошая, так вопрос же, что это благодать такое? Не знаю. И молчать увиливают. Хорошо, а я не понимаю, что это тело и кровь. Не понимаешь, да? Они все знают. Все знают, но не хочешь, им так не надо. Нет, ты пойми, система их выгонить. Это братство позорно будет на весь союз, регистрирована большая церковь, пресвитер, это же анафема будет. Да. Нет, это слава человеческая. Но они все знают, они прекрасно знают. Да. Все знают. Трусливое, что цену надо платить. Да. Это самое. И это самое. Так же иду и так. Так что, говорю, никогда, вот эти все стихи, никогда мы не можем иметь святости без благодати. Но надо же узнать, что это такое. Знают, но потом один молодой долго так. Ваш вариант.
ваш вариант помоложе меня, естественно. Я говорю, ой, не хочу, чтобы мой вариант, пусть будет вариант Иисуса Христа. Нет, можно подтасовать ваш вариант под Иисуса Христа. Я говорю, ну давайте тогда сделаем так. По моему пониманию, как я читаю, мой вариант написанного. Согласны? Согласны. Ну, конечно же, я им сказал, что за 2 ключа врата одолеешь, брат, что краина дьявол, что... А что такое врата? Я не знаю, что я в аду знаю. Да. А что такое врата ада? Я объясняю, что ад в форме человека, там дверь, уста. В вратах города собирались решения. Вот там бесы собираются, как вас погубить, меня погубить, как увести. Да. Надо от искупленной земли принимать человек кровью омовение ног и прощается чем по чем. Молчать. Да, хорошо, ладно. Я им говорил четко, ясно, конкретно. Как вот наша благословенная сестра Валентина Есфирь. Есть канал Есфирь. Да. Я с религиозниками одним словом, 2-3 предложениями. Все, я закончил. Они ждут много чего. Я говорю, все, я сказал. Да, если вам требуется глубина, я вам объясню. Ну, кому она надо? Кому, кроме церкви Кровного Завета? Да. Давай с тобой поглубже немножко пойдем. Смотри, чтобы понять 13 стих, совершенно уповая, совершенно на подаваемый Бога, не на закон Моисеев, ни на что. Правда, они меня, я говорю, святость, они меня у левит повели, ритуал, я говорю, это ритуальная святость. Молчат, понимаю, что это не та святость. Святость – это подарок, это дар. Да. И как он дар? Вот почитай, потом вернемся, ладно. Ладно, я сам скажу по памяти. Галатам 5:5. И Павел говорит, а мы, апостолы, ожидаем и надеемся праведности от веры. Вера в 2 ключа, которые мы победили мир. Я принимаю, разве я не согрешаю? Согрешаю. Да. Но Бог хранит, что как-то я, саму, не знаю даже, проблемы нету. Да, ну где-то, может, не понимаю что-то, да? Или все равно мы где-то согрешать можем. Где-то пошутил, может. Да, ну а так грех не атакует. Да. Грех не атакует, он не господин мой. Да, это самое. А мы, апостолы, надеемся и ожидаем праведности от веры, от заповедей. Во-первых, благодать уничтожает, престол благодати, да? И это самое... И дается помощь для благовременной жизни. Ну, теперь 12-й почитай стих выше. Или даже можно... Ну да. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. А потом с 13 посему. Возлюбленные, припоясав чересла ума вашего, боссы совершенно уповайте на подаваемую благодать явлений Иисуса Христа. Да, вот оно. Еще вернусь. Да, правда, Геннадий Антонович сказал, ну, благодать – это незаслуженная милость. Я говорю, нет, такого в Библии нет. Оно подходит, оно все незаслуженное. Нет, такого нет. Это так, религиозное. Да, смотри. И он говорит, нам, апостолам, открыто, читали выше, вот 11 стих. Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Вот и все. 4000 лет, все скрыто. Нам, апостолам, открыты 2 ключа. Да, и вот тут дальше. Им открыто было, кому апостолам. Да, ну. Не им, а нам. Им открыто было, что не им, а нам. И посему бодствуйте, припояшите ни влево, ни вправо от 2 ключей. Иначе погибель врата ада вас одолеют. И все же одолели врата ада. Все печально, иногда хочется кричать. А я понимаю, что бесполезно. Хоть мертвые воскреснут, не поверят. Слава погонят, и все, и так далее. И так далее. Да. Отлучат от синагоги. А почему боялись евреи отлучены от синагоги? Земельки могли лишить, работы лишали, привели. И все, это было серьезно. Как и сейчас в религиозном мире, да, могут
от ихной церкви, от того, Ой, да. Что? Вот это От каких-то шестую палату привилегий. записался. Да, все собираемся где-то найти в интернете, послушать, почитать, и подается. Ради интереса, ай, думаю, пустое все это. Почему я пошел в воскресенье? Что-то стал вспоминать всех. И некто понял, что я люблю людей. Гнали они меня, я шутками, прибаутками, да. Ну, это от Бога люблю. Пойду, думаю, отведу. Знаю, что ничего не поменяется, все трусливое, продажное. Да, но тем не менее сходил, да. Я всегда их благословлял. Говорю, братья, сестры, благословение вам. Ну, я их не как не во Христе, а как по Адаму. Ну, это мудрость, премудрость, скажем так, да. Благословение. Да, ну я по слову проклинающих, благословляйте, гонящих, ненавидите. Да. Любите, да. Любите, я... Подставляйте щеки, да. Да, хорошо. Есть такая заповедь. Не призывай имя Господа Суе. Да. Как ты это все понимаешь? Ну, как я понимаю, если на данный момент суе призывать Господа, это, например, молиться молитвой «Отче наш», не верить. Ну, а вообще суе, то есть, ну, без внутри Святого Духа мы не можем Господа назвать Господом, поэтому имя Его только у жертвенника призывается. Хорошо, давай запомним. Одно, что это было дано только евреям. Не язычники искали Бога, какого кто хотел. Да. Корчи какие-нибудь там, камни, лягушки, чего хотели. Кому что нравилось. Да, кто на что гораздо. Дано, так допущено исходить своими путями, чтобы потом открывся Бог. Но евреям не призывай суе, как те народы. Те народы, понятно. Как те народы, да. Им положено. Что с них возьмешь? То есть идолопоклонство. Да. В суе призывать, в смысле, вот если я молюсь, часто спрашиваю Господа, мне просят помолить за то, я молюсь, да? И Господь отвечает, это не в суе. Я разговариваю, молитве, Господи, там, благодарю и так далее. Это не в суе. Но если я призываю вопрос спасения без заповедей, это в суе. Вопрос спасения призывается только где? Жертвенник. Поставил Авраам жертвенник и призвал имя Господне. И призвал имя Господня. Да. Хорошо, да. Ну, я перезвоню. Хорошо. И призвал имя Господня. Никто же не звонил целый день. Да. Ну, хорошо. Это самое, и призвал имя Господня. Смотри, мы должны всегда ориентироваться, понимая, что не все случаи жизни мне, бывшему язычнику, подходят. Да. Ну, что с них взять, с язычников? Кроме анализа и тот... Да, плохой. И у евреев тоже такой. Все больше обнаружившись, что в крови дьявола, я, правда, рассказал, что в крови дьявола, согласились молчать. Ну, где в песне слова не выбросишь, да. Да, это самое. Мы должны понимать, все, что говорится в Писании, это евреям. Или мне подходит, или мне это совершенно не подходит. Совершенно не подходит. Да, например, хорошо. Нам надо понимать, вот Иисус Христос много говорил Ветхим Заветом, почти постоянно говорил, но чтобы мне это понять, мне надо, ну, например, возьми место Матвея 26, 52. Матфея, да. И что имел в виду Иисус Христос? 26. 52, по-моему, там промеж, да? Сейчас, 26, 52, сейчас.
Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Да, хорошо. Мы рассуждали, все погибли, меч взял Петр, и Иисус взял меч, и все в нем погибли. В нем погибли, я не это хочу. Но есть место в Ветхом Завете, на которое сослался Иисус Христос. А это место 4 Царств 6:22. 4 Царств 6:22, да? Раз. Так. И сказал он: не убивай, разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. Это ослепили, привели и избить. Разве мечом ты их поразил? Накорми. Иисус Христос вот на это место ссылается, и они больше не ходили. Войной другие ходили и не ходили. Они накорми, причастие, напои. Да, воды, омовение. Да, напои, да, хорошо. Ты еще спешишь, нет? Ну, ничего. Ничего страшного. Ну, мы же можем долго, быстро. Давай возьмем одно место. Давайте. Давай возьмем 5 главу Числа с 12 стиха. 5 глава Числа, где-то у нас только числа. 5 глава Числа, 5 глава, а стих какой? С 12. 12. «И объяви сынам Израилем, и скажи им, если изменит кому жена, и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней, излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена». Вот в этом я вижу первые стихи Библии, что было у Евы со змеем. Да. Вот. «И найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена». Ну, я думаю, что и в Иисусе Христе, смотри, конечно, тоже. Но... Смотри, Павел скажет, я по памяти скажу, 11 глава. Да, так, я забыл сказать, как я по Писанию объяснил им благодать. Ну, запомни это место, прикрой. Возьми 2 Коринфянам 12:9. Что такое благодать? Так, сейчас, подождите, где-то наша Коринфяна. 2 Коринфянам 12:10. Так, Иакова. Так, Ефесянам. Вот уже лучше мои. Так, Коринфян. Так, что кого? Ну да. 2 Коринфян 12:9, да? 9, так. «Но Господь сказал мне: довольно тебе, для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Я объясняю, братья и сестры, по этому стиху сам Господь ответил, что такое благодать. Он сказал, что это и сила, и немощь. Немощь, да. Когда немощный Павел подходил к 2 ключам. Нужна была сила, да. И в его появлялась сила. И когда я немощный, тогда мне дается сила. Ну, в этом. Давай возвратимся назад. Значит, смотри, муж заревнуя. Ну, если бы так это ревновали мужья, да, евреев, ну, кто практиковал, думаешь, так что-то, да, ну, я очень сомневаюсь в этом, да. Значит, давай разберемся по факту. Хорошо, муж ведет жену, муж. Я обручил вас единому мужу Иисусу Христу. Смотри, с самарянкой, он говорит, у тебя было 5 мужей, 6-й не муж, я 7-й муж, да? 7 женщин там ухватится, да? Или самарянки, он говорит, да? И, ну, видимо, мы просмотрим, что он жених. Почему вот 8 глава, женщину, взятую в прелюбодеянии, прощает. Не говорит о муже, я твой муж последний. Я тебе прощаю, я заплачу, я буду изнасилован, я заплачу. Кстати, я одной душе рассказывал, уже как это говорить, да ты что,
Да это слава, говорю, Господа, уже миллионы душ спасенных, да потопных, если слепоте славят Его. Да. Если бы не было изнасиловано, а дьявола позораны, а тело то разорвано, завеса сгорело. Лучшая часть, нечто доброе осталось, эта дама восстановлена. Хватит бесславить, хватит дьявола славить, защищать и так далее. Да? Значит, муж – это ревнует, и второй Адам. Второе, да. Иисус Ева. Христос. И когда он пришел, он не обвинял, он прощал. Взятую, которая ноги мыла, самаранку. Да. Он пришел простить ревность, по ревности. Да? Ну ладно, что дальше? Так. Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву 10-ю часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. Можешь объяснить это? Попытайся. Ну, объяснить тут так сложно, но как бы я понимаю, что тут так связано с Иисусом Христом. Не, ну понятно. Значит, приведет к священнику. Кто такой священник? Если это Ева, а священник то что? Каин, сын. Каин, ее рожденный. Мама пришла к сыну и приносит ефу муки ячменной. Почему муки? Почему там не какой-нибудь там? Именно ячменная. Ячменный указывает на это, на Израиль. На Израиль. Через Израиль спасение. Да. И Иаков 100% был ячменный урожай. Да. Хорошо. Центральная мысль. Ефа, 10-ю часть Ефа это весь мир. А 10-я часть Израиля будет спасен весь мир. И приведет ее к сыну, к священнику, грешнику. Ну, ты как интересно, когда понимаем, да. Каину приведет. Каину то, что ты родила. И сыновья оба спасают маму. Ну, давай дальше. Ну, а можно тут такая еще бачить Иоанна Крестителя? Нет. Тут и Илия, тут Иоанн Креститель, тут много. Мы центральная мысль. Да. В общем, Каин, да. А почему не ложи на нее ливана? Ливан. А что такое ливан? Ну, это трава, благоухание, смола. Собиралась отовсюду, повсюду. Там трава, не ложи на ее. А почему? Может, потому что Иисус Христос заплатит? Смотри. Потому что это приношение... Ревнование. Приношение. Воспоминание. Напоминающее о беззаконии. Едемском беззаконии. Он пришел перекрыть. А если ложится ливана, смола, это весь мир спасения. Это просьба о всем мире, со всех деревьев. Хорошо, давай дальше. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне. А где лицо было? Там, в скинии, за завесой, там. А еще лицо Господа, это была территория. Хорошо. Да. И возьмет священник святой воды, глиняный сосуд. А что за святая вода? А вот я хочу сказать, что за святая вода. Ты сказать хочешь или спрашиваешь? Не, спрашиваю, если тогда еще плохое все было. Плохое, да. Это все на аванс. Вот смотри, пепел выносили на чистое место. Чистого не было, но чтобы еще прахом пройдет и будет искуплено. Это авансом. А святая вода брали рыжую телицу, сжигали вне стана и приносили пепел и смешивали там. Пепел, пепел в воде. Кровь тельцов, пепел телицы, Иисус Христос возьмет в себя телицу. И станет тельцом. Самаранка, телица. Осия, не надо, ладно. Осия 4:16. Ты, Израиль, блудная, телица там... Ой, ну все, это самаранка. А вот смотрите, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд. Смотрите, он возьмет священник земли с полу, скинь и положит воду. Значит, на том месте было присутствие Бога, да, на земля святая. Ну, смотри, дело в том, что земля была вся проклята. Я знаю, что проклята, но... И проклята, и проклятие. Хорошо, вот мы говорили про зачем нужно было образование. Да в аду будет. Не то, что мы на небе там, не надо нам, это слава Господу. Но в аду раз этим дорожите, достанется, там будет и образование, и отразание, там все будет, да.
Если мы не примем милость такую, да? Да. Да, надо трошки позору терпеть. Ну ничего, это для славы. Хорошо. Это же хорошо. Надо не стесняться. Надо благословлять их. Я награду собираюсь. Я их люблю. Нарываться надо. Да. Хорошо. Это самая земля блудная, пропитана блудом. И мама, ты же блудом, ты первая сблудила, ты землю. Да, потом и Адама там подсватала. Хорошо. Это самое. А ну смотри, как оно интересно. Твое семя будет поражать тебе голову. Да? Да. Он смешал? Смешал. Да. Господь тоже семя не смешал. Да. Как смешал? Смотри. Авраама, ну, все, срамный ут уже все сухим стал. Нет способностей, да? Потом раз ожил. Ну да. Ожил. Сверхъестественным образом, скажем. Значит, Авраам понимал, что он Каин, что он убийца. Он, как Иисус сказал, Авраам не искал меня убить, хотя он убийца, он знал, что он Каин. Он меня там угощал, да. Да. И я смешаю. И как смешал? Именно Авраама он смешивает сверхъестественно. И получается тоже Исаак, который на 2 колена от земли землю посеет, но это другая тема. Хорошо. Глиняный сосуд – это мы, тело. Да, глина указана тело. Да, разбей его, но Господь не разобьется. Не разобьется, да. Хорошо. И он придет глиняным сосудом, скажем, этим, да. То есть такое преступление, сказать, что святой платит. Да, дальше. И поставить священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены. Это почет? Это плохо. Плохо. Ну, дьявол же. Обнажим, все обнажают. И даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. Иисус брал горькую воду? Брал. Мыли ноги, самарянка мыла ему ноги. И женщина плакала, благовоние там. Да, это горькая вода, все горькое было. Хорошо. И заклянет ее священник и скажет жене: если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие. Тут много аналогий. И он сказал женщине, она много любит. Любит, да. И прощаются твои грехи. Слушай, это будет очень долго. Давай помолись, кстати. Давайте. Дорогой мой любящий Господь, я благодарю Тебя за встречу с братом, что мы обратно встретились, что исполнили заповеди. Я благодарна Тебе за Писание, за откровение, за ум Христов. Спасибо Тебе за подаваемую благодать, за заповеди Твои, которые действительно в нас работают, потому что Ты сам в нас Духом Святым. Благодарю Тебя. Благодарю, что мы здравы в вере, что мы непоколебимы в заповедь, потому что знаем, что они работают, и что это выход, это сила. И это действительно великое, которое сейчас для нас доступное, когда было оно недоступное в Ветхом Завете, когда Господь говорил: покажу я тебе великое и недоступное, а для нас оно уже великое и доступное. Спасибо Тебе, мой Господь. Благодарю за брата, за сестер, за церковь Кровного Завета, за всех благодарю. Слава и хвала Тебе. Аминь. Аминь. Апостола Павла не любили, у него получалось быть святым, потому что